Нохчел Янгаш, Нохчел Альшдаш. Идея была, что Альшивая. Ассаламу алейкум, Ларми Махквай. Я приветствую всех телезрителей и слушателей нашей программы, историко-культурологического проекта «Нохчи Синкетом. Чеченское мировоззрение». Хочу напомнить в начале нашей программы нашим телезрителям о главной цели нашего проекта. Это популяризация истории, культуры, гуманитарного пространства, связанного с нашим народом, создание положительного имиджа Чеченской Республики, а также мы будем предлагать общественности различные актуальные темы, которые направлены на поиск новых идей, смыслов, ценностных систем, заточенных прежде всего на возрождение, сохранение, развитие чеченского мира, чеченской культуры в условиях сложных этнополитических, геополитических процессов, происходящих сегодня в мире. Как говорится, ни больше, ни меньше. Уважаемые друзья, разрешите мне представить моих гостей. Это Хаптукаев Саид Ахмед Абуевич, член Высшего совета Общероссийской общественной организации Российский конгресс народов Кавказа, заместитель директора Института миграции, и Моисеева Ирина Николаевна, это адвокат, представитель адвокатской палаты Чеченской Республики. Я вас, дорогие друзья, приветствую на моей авторской передаче «Нохчи Синкетом. Чеченское мировоззрение». И первый вопрос, наверное, будет к вам, Ирина Николаевна. Вот мы вчера, когда общались и познакомились с вами, на мой вопрос, как вам наш город Грозный, Ирина Николаевна, вы ответили, что город Грозный – это тот город, в который хочется всегда возвращаться. Честно скажу, нам с Саид Ахмедом было приятно это слышать, нам понравился ваш ответ. И, собственно говоря, у меня возникло вот такое желание пригласить вас на нашу передачу. Ирина Николаевна, так почему в город Грозный хочется возвращаться? Во-первых, огромное спасибо за такое неожиданное приглашение поучаствовать в такой передаче. Вы знаете, вот когда прилетаешь в Грозный, начинается спокойствие. Это на самом деле, это не какие-то там высокие слова, не какие-то предубеждения. Очень много городов в своей жизни я посетила, и я москвичка, я очень люблю свой город, но это город-суета, город движения. И когда прилетаешь в какой-то новый город, во-первых, все время какая-то тревога, это как тебя встретят, как тебя примут, как ты ощутишь, можно сказать, воздух нового места. Все мы знаем о том, какое эхо было о чеченском народе в силу войн, которые здесь происходили, как недостоверно нам доносили информацию именно о том, что происходит в Чеченской Республике. Ну, к сожалению, это уже не наша вина, но каждый человек должен воспринимать правду по-своему. Не просто понаслышке, а приехав и убедиться. Мне рассказывали, что город просто чуден по своей красоте, восстановлен, что наибольшее спокойствие и доверие в Грозном имеется. И я решила своими глазами убедиться о том, что именно так и происходит. Скажу честно, я когда первый раз прилетела в город Грозный, вот просто спокойствие и доверие к жителям Грозного у меня почему-то вот прямо с аэропорта возникло. Я не преувеличиваю этого. Второе мое впечатление было о том, что очень чистый город. Вот на самом деле, как бы я не любила свой город Москва, я могу сказать, что город Грозный очень чистый город, очень спокойный город. И в нем себя ощущаешь на 100% в безопасности от какого-либо, не то что посягательства, а даже вот какого-то волнения. Люди настолько приветливы и спокойны, что по улицам города хочется прогуливаться. Утром, вечером, не влияет ночью. Вот на 100% уверена, что, выйдя ночью в этот город, меня никто не обидит, ко мне будут уважительно относиться, и я буду иметь спокойно возможность посмотреть все прекрасности, которые здесь сейчас отстроены. Поэтому действительно хочется возвращаться. Я не спорю, что
когда человек занят работой, он наверняка просто не замечает, как здесь тихо, спокойно и красиво. В силу того, что все-таки приходится и работать, но я обращаю внимание именно на то, что как здесь все устроено. Ведь нет никакого упоминания о том, что произошла война. Люди строятся, люди спокойно это делают, люди уверены в себе и не выражают никакой агрессии, никакой национальности, не проявляют неуважения, в платке я или без платка. Это не играет никакой роли. То есть нет проявления ни национализма, ни проявления такого предвзятого отношения, грубо говоря, к вере. Я православный человек, я спокойно пришла, мне было очень интересно посмотреть мечеть. Я спокойно, соблюдая все традиции местные, облачившись в наряд, я увидела красоту, ту, которую, в общем-то, многие не увидят, наверное, никогда в жизни из-за своей какой-то боязни посетить именно город Грозный. Спасибо большое. Очень приятно нам слышать мнение человека, гражданина России, и профессионала своей профессии. Ирина Николаевна, у меня к вам второй вопрос. Хочу сообщить нашим телезрителям, слушателям, что Ирина Николаевна в прошлом начальник отдела следственной части Главного следственного управления Москвы по контролю за расследованием уголовных дел в сфере экономики. То есть вы были фактически, в звании полковника, надо еще, я добавлю. То есть вы в прошлом были большим милицейским таким работником, чиновником. Интересно, что привело вас к решению приехать в Чеченскую Республику и развивать адвокатскую систему Чеченской Республики? Нам очень интересно. Вы знаете, я прослужила в органах предварительного расследования почти 25 лет. На самом деле, всю жизнь я прожила и проработала в городе Москве. Когда первый раз посетила город Грозный, поступило предложение продолжить, к тому времени я уже уволилась, поступило предложение стать адвокатом. Многие коллеги зазывали меня стать представителем той или иного адвокатского образования. Но вы знаете, наверное, от того, что спокойность и непредвзятость именно Чеченской Республики привлекли меня к мысли о том, что ведь чеченский народ не проживает только на территории города Грозного, а проживает и в других местах, приезжает в тот же город Москву, где я прожила всю жизнь, и где я отдала свои лучшие годы служению Отечества. И это такая же для них Россия, как и для меня. И они оказываются в некоторых неприятных ситуациях, в гражданских делах, и просто им нужно с кем-то посоветоваться. А фактически получается, что оказать им такую услугу не то что некому, а им просто приходится выбирать среди незнакомых, искать помощи у незнакомых, и неизвестно на самом деле, какой квалификации попадется адвокат или защитник им. Поэтому я решила, что в связи с тем, что в Москве очень большое количество адвокатов, стать адвокатом именно в Чеченской Республике, я считаю для себя это огромной честью, что мне было позволено сдать экзамены, что среди многих претендентов, которые подали документы на сдачу экзаменов, мне было это позволено. Я сдала этот экзамен и получила статус именно чеченского адвоката. Ирина Николаевна, я с уверенностью могу сказать, что за последние 10 лет Чеченская Республика, на мой взгляд, стала одним из культурных, общественно-политических, гуманитарных центров в России. У нас проходят различные форумы, общероссийские совещания по разным направлениям, с разными тематиками. И у нас такое впечатление сложилось, что город Грозный стал одним из таких культурных и гуманитарных центров нашей России. Нам важно знать мнение человека со стороны. Вы долго жили, работали, вы москвичка, вы недавно приехали в город Грозный. Для нас важно ваше мнение. Вы разделяете наше такое мнение? Нет, конечно, я разделяю мнение о том, что не только Грозная, а Чеченская Республика развивается, принимает активное участие в различных и форумах, и в каких-то международных совещаниях, и имеет представительство, весомые представительства. На самом деле это очень важно, потому что очень много детей, которые растут, которые должны понимать, что они могут представлять потом свою республику,
и что этот голос будет слышен. Поэтому это очень важное развитие. Ведь раньше же, ну, совсем не так недавно еще мы имели представление о том, что Чеченская Республика – это практически не культурная столица какой-то республики, а просто, я даже не то что словами не могу описать, было сделано представление, что здесь ничего не развивается, что как вот прошла война, что здесь живут люди, которые продолжают почему-то все время хотеть воевать, и имидж создавался именно такой. Опять же, давайте посмотрим вокруг. Все совершенно по-другому. Когда меня первый раз, опять же по приезду, я была в Аргунском ущелье, и, приехав в Москву, своим друзьям рассказывала об Аргунском ущелье, мне говорили: ты была в Аргунском ущелье? И как там? Я задаю один и тот же вопрос всем. Я гражданка России, я приехала в Россию. Чего я должна испугаться? Все спокойно, все хорошо, все культурно, восстанавливаются памятники, которые были разрушены. Все сделано для того, чтобы приезжающие увидели, какова была история чеченского народа, чтобы об этом не забывали. Война – это не главное, что было у чеченского народа. У чеченского народа есть своя культура, есть своя история, к сожалению, которую мы не знаем. И сейчас руководство Чеченской Республики, конечно, очень много делает для того, чтобы все было восстановлено, чтобы российский народ знал о чеченской истории. Каждый народ ее должен знать. Хочется нам этого или не хочется, но без истории нету будущего. Спасибо, Ирина Николаевна. Хочу добавить к вашим словам о том, что у нас действительно в России мало знают, практически не знают об истории не только чеченского народа, но и народа Северного Кавказа. Я думаю, эта проблематика, она будет решаться потихоньку. Много вопросов поднималось у президента Российской Федерации на эту тему. Я знаю, я тоже участник этих обсуждений. И тут хочу добавить о том, что, знаете, я сам был, я чеченец, и проживаю в Чечне, и работаю в Чечне. Мы занимаемся популяризацией истории, культуры чеченского народа. Я сам каждый день удивляюсь от открытий, от той истории, которая богато есть у чеченцев, у войнахов, у нахских племен, народов. И мы каждый день удивляемся, познавая свою историю, культуру. Так что это как бы работа сложная, важная, которая будет проделываться и решаться в ближайшем будущем. Ирина Николаевна, следующий к вам вопрос. Мы хотели бы знать, вот, на ваш взгляд, вот как ваши коллеги чеченской национальности, которые работают с вами в адвокатской палате, развивают адвокатскую систему и палату, вот с точки зрения профессионализма, ваше мнение, ваши оценки. Я еще хотел бы, чтобы вы немножко рассказали о том, какую вы работу проделываете, наша палата Чеченской Республики в Москве и в других регионах. Вы знаете, я очень высоко оцениваю труд моих чеченских коллег. Среди тех людей, с которыми я познакомилась вот в Чеченской коллегии адвокатов, все очень высокопрофессиональны. Вся немножечко такая вот проблема связана с тем, что юридические услуги чеченские мои коллеги оказывают только на территории Чеченской Республики. Это понятно, потому что большинство из них чеченцы, они знают законы, они знают традиции, и, конечно, им проще оказывать услуги непосредственно в своем регионе. Именно поэтому я и захотела остаться в чеченской коллегии, чтобы у людей, которые выезжают за пределы Чеченской Республики по работе, по учебе, была возможность обратиться именно за квалифицированной помощью, не искать, опять же, ее где-то на стороне. Вот была последняя встреча представителей филиала Чеченской коллегии адвокатов в Москве с Адамом Делимхановым. Как раз у нас был вопрос о том, как сделать более коммуникабельную связь между представителями чеченского народа с адвокатами. То есть действительно, чтобы была реклама, был доступен телефон, и это оказание юридической помощи сводилось к точечному, не всеобъемлющему, да, а человек мог обратиться напрямую. Он прекрасно понимал о том, что это будет помощь как бы близких по духу людей, которые не будут считать его как за какого-то чеченца, а будут относиться к нему как к гражданину, и он получит именно ту помощь, которую он должен получить. Поэтому вот правительство Чеченской Республики
ходатайствовала о создании филиала в городе Москве, и он сейчас создан. Официально мы существуем. У нас свое сообщество адвокатов, все мы чеченские адвокаты, но большинство из нас провело свою жизнь в городе Москве. Но все мы очень уважительно относимся и не разделяем народ России на какие-то национальности. Но понятное дело, что особое внимание мы будем оказывать гражданам Чеченской Республики, которые обратятся к нам за помощью именно потому, что мы состоим в этой коллегии адвокатов. Но на самом деле нет разделения ни национальности. Каждый человек, если он человек, и это звучит гордо, он должен получать ту помощь, которая предусмотрена законами Российской Федерации. Спасибо. Ирина Николаевна, тогда в продолжении вот этого вопроса хотел бы задать такой вопрос. Вот мы все-таки знаем вот эти последние события начала 2000-х годов и конец 90-х годов. Было просто мощный, массированный такой информационный поток, очерняющий чеченцев, Чеченскую Республику. Это было понятно, это были последствия, как сказать, вот такого противостояния, значит, конфликта. Но вот сегодня, как вам работать? Вот это вот ярлык, который отдается эхом вот тех годов, начала 20 века, да, вот не мешает вам работать, защищать жителей, граждан чеченской национальности в Москве? Вы знаете, человек разумный всегда имеет свое мнение. Какая бы информационная политика ни велась, человек, который понимает в общении, он никогда не поведется на это. Я прекрасно понимаю, что чеченец, это звучит гордо, но многие пользуются ведь, называя себя чеченцами, не являясь представителями данного народа, именно для того, чтобы занизить какие-то достоинства чеченского народа. Конечно, это мешает. И это мешает именно, наверное, моему поколению, которое мы жили, получая информацию о войне, о недостойном поведении. И у нас где-то, конечно, вот мы с осторожностью относимся. Знаете, я вам хочу сказать, у молодежи это сейчас уже немножечко попроще. В связи с тем, что общение все-таки происходит, и многие чеченцы приезжают в различные города России, происходит общение, молодежь, уже понимая именно отношение самого чеченского народа ко всему происходящему, они уже не настолько вот относятся негативно к тому, что говорят. Они начинают разбираться, они интересуются, они вникают. Для них уже очень важно подтвердить, а чеченцы ли были, а чеченцы ли совершили. Поэтому это все надо рассматривать очень точечно, очень аккуратно. И я надеюсь, что наша молодежь, она научится разбираться, где правда, а где ложь. Спасибо. Я тут тоже добавлю, что в республике, руководством Чеченской Республики делается большая работа для подрастающим поколением. Целые программы утверждены, приняты целые концепции по духовно-нравственному воспитанию молодежи. И я, будучи преподавателем, 10 лет преподавал в Чеченском государственном университете. Мы проводили огромную воспитательную работу среди молодежи Чеченской Республики. Но самое главное, мы нашу чеченскую молодежь вывозили за пределы республики, именно вот такие исконно российские территории, субъекты Российской Федерации, в частности Псковская область. Мы реализовывали проекты. Вот для нас было важно, чтобы наша молодежь начала уметь общаться со своими сверстниками, не стесняться, не проявлять себя как-то вот, какой-то ущербности, потому что мы граждане великой, огромной страны. Мы должны всегда ощущать вот это вот за спиной, вот эту как бы историю, культуру, что государство всегда должно защищать своих граждан. И граждане, прежде всего молодежь, является стратегическим ресурсом любого государства. Поэтому такая работа ведется, и мы пожинаем уже плоды. Мы действительно знаем, что кардинально меняется сама чеченская молодежь. Она умеет, есть культура общения, вот, есть понимание, что они живут в такой огромной стране со своей богатой, сильной историей, с культурой прежде всего. И нам нужно как бы плавно вот перейти этот барьер, который был создан искусственно, да, вот начало, в конец 90-х, начало 2000-х. Слава Богу, вот такие позитивные перемены у нас. Ну что ж, уважаемые друзья, коллеги,
Было приятно наше общение. Я выражаю вам свою благодарность. Спасибо за то, что вы нашли время принять участие в нашей авторской программе, историко-культурологической программе «Нохчи с Синкетом. Чеченское мировоззрение». А я напомню нашим телезрителям, кто был гостями нашей программы. Это Хаптукаев Саид Ахмед Абуевич, член Высшего совета Общероссийской общественной организации «Российский конгресс народов Кавказа». И наша гостья – это Моисеева Ирина Николаевна, адвокат, представитель адвокатской палаты Чеченской Республики. Уважаемые друзья, вам большое спасибо. Я вам желаю успехов, желаю новых свершений, новых побед на благо Чеченской Республики и на благо Российской Федерации. Спасибо. Спасибо. Noqçal yengeç, noqçal alış deş. İdiye başlamıştır alışıyor ve